Законопроект о государственной демографической политике Республики Абхазия призван создать правовые, экономические и организационные основы регулирования отношений в сфере демографии. В Абхазии впервые принимают закон, учитывающий комплексное решение проблем, влияющих на демографические процессы в республике. Нормы проекта закона определяют цели и задачи, основные принципы и формы реализации политики государства в сфере демографии. Законопроект будет выноситься на рассмотрение в Народное собрание, так же, как и поправки в существующий уже закон о репатриантах, которые будут касаться непосредственно деятельности Фонда демографии и репатриации Республики Абхазия. В парламенте разрабатываются поправки к закону о репатриантах. Также впервые готовится законопроект о демографической политике Абхазии. Вы являетесь инициатором этих законопроектов. Расскажите, пожалуйста, что включено в эти документы, как шла работа? Предыстория этой работы в том, что большинство проблем, по нашему мнению, с которыми столкнулось наше государство за весь послевоенный период, да и сама война в какой-то степени является причиной незначительного количества проживающего населения на территории республики. В год войны и вся предвоенная история – это легендарные 17% проживающих от общего числа лиц абхазской национальности, так формально назову, и в послевоенном периоде это вообще сокращение населения. Это вызывает стагнацию в экономике, в общественной жизни. Вот такое существует правило. Когда эти идеи были, так скажем, освежены, проанализированы, столкнулись с тем, что по канонам обществоведения в государстве существует структура, занимающаяся проблематикой репатриации абхазского народа. И при этом отсутствует или законодательная база, или структуры, занимающиеся демографией. По логике вещей, демография – это большое такое понятие, и репатриация является его частью составной. То есть мы не занимаемся головой, а занимаемся какими-то частями тела, и не всегда успешно, к сожалению, надо признать. То есть здесь дело вообще было не в критике проведенной работы за последние годы, а дело в том, что в этой проблематике нет, наверное, ни начала, ни конца. Это всегда актуально, но в настоящей истории Абхазии. И с этим надо что-то делать. Наш народ ни для кого не секрет. Один из малочисленных народов бывшего СССР на сегодняшний день, думаю, что угроза нашего исчезновения как национальности, как народа из 7 народов мира, в чем мы стесняемся всегда упомянуть, эта угроза сохраняется. И одним из методов решения, естественно, логический вывод, что надо заниматься проблематикой демографии целенаправленно, увеличивать население, его благосостояние, то есть сподвигать население к этому демографическому росту. Закон о репатриантах, закон был принят в 90-х годах, конституционный закон, на тот момент актуальный, как и любой закон, с течением времени подразумеваются и допускаются поправки, если они необходимы. Поэтому нынешние изменения в виде поправки к конституционному закону и обсуждаются. Закон о демографической политике, в свою очередь, это впервые такой изданный документ, пока еще не принят. Чего касается эта поправка о репатриантах? Закон о репатриантах. По закону о репатриантах, такая структурная, что ли, ее назовем, но при этом достаточно важная. Повторюсь, инициировали не лично мы, я или кто-то, это специалисты, занимающиеся этой проблемой, работающие в этой структуре. На сегодняшний день такое положение вещей. У нас существует комитет при Кабинете министров, комитет по делам репатриации. При нем создан фонд репатриации. В фонд поступают отчисления налогоплательщиков, то есть это его источник финансирования. При этом проблематика в чем, так сказать, мягко скажем, расходование этих денег всегда вызывало какие-то порой острые вопросы. За 4 года нашего здесь присутствия в составе парламента каждый раз
к бюджету фонда репатриации, к их деятельности были вопросы. И не стесняюсь об этом говорить, потому что это не узковедомственные вопросы, эти вопросы касаются народа Абхазии. Любой касается вопрос народа Абхазии. Но в данном случае это именно вот с национальным подтекстом, и считаю это очень важным. Поэтому по этой поправке предлагается разделить, что ли, комитет, отделить от фонда репатриации, ну не отделить полностью, а отделить именно вот эту финансовую часть подчинения, более четко выразить. Предлагалось, чтобы фонд репатриации был напрямую подчинен, допустим, президенту, либо Кабмину, но это обсуждаемая часть, не самая, может быть, главная. При фонде предлагается создать своего рода наблюдательный совет из депутатов, из общественников, всех, кого это касается так или иначе. И самое главное, комитет для осуществления своей деятельности должен составлять какую-то программу действий, допустим, на ближайший год. Это не смета какая-то банальная, это именно программа, которая имеет свое, естественно, денежное цифровое значение. Если эта программа, этот план работы принимается руководством фонда, руководством страны, наблюдательным советом, только тогда происходит трата денег. То есть тогда мы более рационально, во-первых, учитывая наши ресурсы, смогли бы тратить отпускаемые деньги, более осмысленно отойти от этих шаблонных многих клише, которые накопились за эти годы. Проблема ведь, как бы, мир не ждет, когда мы тут решим свои проблемы. Мир стремительно развивается, и мы должны успевать за его изменения. Даже поверхностно, если коснуться, репатриация, сразу всплывает в голове потомки наших махаджиров, проживающие в Турции. Совершенно спокойно к этому отношусь, потому что это вполне естественный процесс под влиянием господствующего количества лиц, проживающих в Турции, турков этнических. Естественно, наши братья, они тоже постепенно размываются, это их самоидентификация. Здесь происходит обрусение, там отуречивание. Это процессы вполне естественные, и всегда это происходило в мировой истории. Но в нашем случае для народа, стоящего на краю вхождения в историю, просто, наверное, хотелось бы что-то предпринять более активно, учитывая, что у нас есть все атрибуты, которых нет у многих народов больше нас размером. У нас есть свое государство, у нас есть свое признание мировое, пусть частичное, но мы этого добились большой ценой. И эту работу мы просто не имеем права как-то завалить. Как вы думаете, будет какие-то сложности в реализации вот этой поправки? Я, кроме технических каких-то моментов, не вижу, потому что, вот, совещаясь с юристами структур государственных, с депутатами, многие вопросы с репатриантами обсуждали. Не вижу там особых противоречий. Люди понимают и считают вполне это оправданными, эти поправки. Когда планируете вынести этот вопрос? Этот вопрос планировали вынести на вот ближайшую сессию, но здесь более первоочередные вопросы были вынесены. Мы сейчас не настаиваем, на следующую сессию планируем вынести. Начиная, по-моему, там с понятийного аппарата, такого закона у нас не было, насколько я понимаю. Вот могли бы вы как-то представить этот законопроект, и что вы стремились в первую очередь в нем отразить? Была создана парламентская группа, и разработка закона о демографии была одним из обязательств, взятых ею. В результате ее деятельности и был рожден этот закон. Туда были привлечены сотрудники, естественно, фонда репатриации, сотрудники, юристы, вернее, Кабмина, администрации президента, депутатского корпуса, Минсоца. То есть с миру по нитке собрали такую достойную команду. Я думаю, они достаточно серьезный труд написали. Сам закон, в свою очередь, рамочный, как бы он описывает понятия, отношения государства к нему, кто чем должен за него. Не закладываются туда, естественно, какие-то цифровые значения, упоминается, на какие деньги реализуются эти мероприятия там, за счет республиканского бюджета. Сейчас, опять-таки, по нему в том числе проходят доработка какая-то с юристами, но это уже вносит такой технический характер. Ну да, есть такие понятия, как демографическая безопасность, демографические угрозы, демографические интересы. Все это, конечно...
Просто вот если расшифровывать, сейчас я понимаю, нет такого временного у нас сейчас формата, ну, вот просто озвучим там демографические угрозы. Государство называет то, что его пугает в отношении собственного народа. Да, старение, проблемы трудовой миграции, проблемы депопуляризации, то есть это же много понятий входят, рождаемость, рождаемость, все зациклены на рождаемость. Кроме рождаемости есть еще смертность, которая обусловлена болезнями, наркоманией, травматизмом на дорогах, просто социальным неблагополучием. Трудовая миграция – важнейший момент. Она же у нас порой идет не всегда отрегулирована. Иногда мы даже не понимаем, как к ней относиться. Вот ковид начался, ни для кого не секрет, трудовые мигранты из Средней Азии массово покинули территорию республики. Это такая скрытая, но стала проблемой, потому что какой на них труд был, вы все знаете, там в строительстве, в уборках, труд чернорабочих. Тоже труд, в котором страна нуждается, предприятия нуждаются. Вот проблема. Проблема миграции высококвалифицированных, в свою очередь, специалистов. Да, мы готовим, да, у нас есть университет и так далее, но мы не в состоянии, не то что мы большинство стран мира, готовить весь спектр специалистов, необходимых для жизнедеятельности. Вот не было такого документа, как закон о демографической политике. Как реализовалась все это время демографическая политика? Тем не менее, она же была без этого документа. Ну, такого обобщающего документа не было. Естественно, мы не бросились саблями наголо сразу писать закон. Сперва изучалась юридическая база. Были отрывочные такие действия со стороны государственных органов, то есть это там фонды, там, допустим, медицинского страхования, опосредованно его деятельность тоже касается вот борьбы там с демографическими проблемами. Репатриация обособленно тоже касается демографической проблемы. Борьба с наркоманией, то есть силовики работают тоже косвенно касается. Но такого общего, который, не хочу применять слово заставляет, вынуждает, но демонстрирует, что государство берется за это явление как за политику, значит, выстраивает свои отношения, шаги своих действий. Это уже, если будет принято, считаю достижением. Будет такая платформа, на которой мы можем в будущем развернуться и полезные вещи сделать. Какие вещи здесь отражены, которые особенно ценны, на ваш взгляд? Во-первых, сам подход к решению проблем. Повторюсь, мы здесь не семи пядей во лбу, собрали специалистов, которых слушали в первую очередь их мнение. Первое, как и любая проблема, она требует сбора информации, то есть статистики, анализа, под принятие решений и потом только его реализации. Вот пошли по этому стандартному лекалу. Там уделяется внимание, что, естественно, наши органы статистики должны сделать то-то, то-то, то-то. Потом, что очень важно, сама деятельность упакована, так назову, в программный подход. То есть государство как реализует свою политику. Хорошо оно ознакомилось с проблемой, с ее масштабами, принимает программу действий на год, на 5, на 10, не суть важно. То есть иногда это как бы для тактических решений удобно. На год проработали, проанализировали, что-то изменили. Такую большую государственную программу. Понятно, что чем у нас программы все эти больше, тем они неповоротливее, проблемнее. Разделили ее, в свою очередь, на подпрограммы, что ли, сейчас. Если быть подробнее, подошли просто с простым вопросом. Что нужно человеку, допустим, молодому? Вот он создал семью, планирует завести детей. Что ему мешает это сделать? Естественно, что здоровье, работа, место жительства, безопасность. И вот разбили на эти подпрограммы. Одна из них сфокусирована на вопросах здоровья, другая сфокусирована на трудоустройстве, по жилью. И так действует программа, которую надо развивать, считаю. То есть и самый главный, я считаю, момент, помимо того, что эта программная часть заложена, с отдельными прямо статьями закона выделена необходимость информационного сопровождения деятельности государства. Вы можете, я не знаю, чудеса творить вот в этих государственных структурах, в этих зданиях, что-то происходит, люди не слышат, не понимают, не знают, идет конфронтация,
население обвиняет государственные структуры в бездействии, но при этом государственные структуры ворчат на население. Вот мы пишем законы, вы не исполняете. Слушайте, если мы проанализируем, забудем сейчас демографию, вообще многие вещи происходящие, мы же просто неправильно даже преподносим иногда свои шаги. Мы этого просто не умеем, потому что в советском прошлом не считали нужным объяснять каждому, вот закон и давайте исполняйте. То есть такой коллективный разум диктовал условия. Сейчас поменялось многое в нашей жизни. Надо объяснить, надо разъяснить, надо проявить заботу. То есть по этой информационной теме государственные органы вещания, естественно, они получают какое-то, допустим, задание, план какой-то медийный на год, и все вместе, навалившись, освещают одну и ту же тему. Уже уверен, что будет гораздо более продуктивный потом результат. Могли бы вы сказать, вот сейчас на каком этапе находится вот этот проект? К первому чтению сейчас готовится, насколько я знаю. Неоднократно по этой тематике проводили комитетские слушания с приглашениями гостей, так назовем. Последние штрихи, когда будут внесены от администрации президента или от Кабмина, проведем, скорее всего, еще заключительное комитетское заседание, которое утвердит проект и позволит его вынести уже на сессию. То есть вы в комплексе выносите эти два проекта? Ну, помимо в комплексе, да, там пакетом идет еще по донорству, по поправкам в Трудовой кодекс. Возлагаю большие надежды на вот этот пакет законодательный. В свою очередь, надеюсь, что принятие закона о демографии поможет нам как-то реанимировать нашу работу, не реанимировать, она не стоит-то на месте, но улучшить, что ли, работу с нашими диаспорами. Мы должны держаться за каждого проживающего за рубежом нашего брата. Надо перестать их называть турками, надо их называть братьями. Даже вот эти вещи надо молодому нашему поколению объяснять. Надо их привозить сюда, надо сделать какие-то, я не знаю, мероприятия, чтобы они регулярно видели, чтобы наше молодое поколение, которое завтра войдет в эти кабинеты, понимало, что есть наши братья, граждане, как хотите назовите, еще и за пределами, их там больше, чем здесь. То есть, когда нам было тяжело, диаспоры не остались в стороне, а вдруг завтра что-то опять случится, не дай бог. Мы живем в таком опасном мире, рядом с нами агрессивный сосед. Если сейчас покопаться в истории, которую вы все хорошо помните, что происходило перед войной, помните съезд народов, и какой это имело эффект во время войны, уже даже с такой точки зрения, если подойти, это нам жизненно необходимо. Это не просто заселение опустевших сел и городов, это нечто большее, чем кажется. Надеюсь, что мы идем в правильном направлении. Преимущество и необходимость принятия закона о государственной демографической политике, так же, как и принятие поправок в Конституционный закон о репатриантах, оценим с нашими экспертами. В парламенте готовится к принятию в первом чтении законопроект о государственной демографической политике. Также идут поправки в конституционные законы нашей страны о репатриантах. Вы возглавляете фонд репатриации. Как это отразится на вашей работе и как вы вообще оцениваете всю вот эту работу, проделанную в том числе парламентом и вашим госкомитетом в этом направлении? Мне бы хотелось поздравить нас всех с тем, что наконец-то в нашем государстве появился такой закон, практически он появился. Над ним работали много лет, депутаты сами, и привлеченные к этому юристы, кабинет министров, многие другие специалисты. Все страны мира сегодня мы видим, которые цивилизованные, которые хотят укрепить свою государственность, они прекрасно понимают, что без демографии какие-либо экономические улучшения и тому подобное, и в плане становления государства крепкого, без народонаселения ничего не получится. Поэтому, хотя мы с опозданием это все делаем, но лучше поздно, чем никогда. Поэтому, если в первом чтении, а я не сомневаюсь в том, что он пройдет в первом чтении, какой бы он сырой ни был бы, нам нужно принять сегодня скелет. Оно поможет нам в дальнейшем
правильные подходы к нему найти и подготовить уже необходимые подзаконные акты, то есть этот скелет уже насытить мышцами, которые нам даст возможность в этом направлении правильно развиваться. И надеюсь, что в хорошем ускоренном темпе. А что касается конституционного закона, изменения о репатриации, а вообще говорится там о фонде репатриации, и, естественно, есть отдельные статьи о самих репатриантах. Это чуть-чуть немножечко надо объяснить нашим слушателям, потому что фонд репатриации, оно занимается аккумулированием и следит за тратой денежных средств как раз на нужды репатриантов. А Госкомитет проводит программу по возвращению на родину нашего населения, наших граждан, которые оказались в силу определенных вековых обстоятельств, были изгнаны из своих земель. Но сегодня, слава Богу, у нас есть возможность, так как и мы сами живем в независимой стране, и также они могут спокойно возвращаться к себе на родину, на историческую родину, и вместе с нами возрождать наше государство, нашу экономику. То есть строить вместе наше будущее. Вот эти поправки, они каким образом коснутся сейчас работы фонда? Фонд сегодня он имеет узкую специализацию. Он аккумулирует денежные средства именно в 2% из внутренних резервов. Это платежи разного рода. Но нам этого недостаточно для того, чтобы мы сегодня смогли в полной мере объять и демографию, и репатриацию целиком, как предполагает этот закон. Демография все-таки она выше, она всеобъемлющая, она имеет глобальное направление. Это рождение детей, за которое выплачивают 100 тысяч рублей, это от 3-го и далее. Естественно, это уже первый шаг был сделан, и слава Богу, что он сделан. Мы на этом не собираемся останавливаться, но по расходованию денежных средств мы видим, что этого нам может не хватить для дальнейших программ, проектов именно по развитию демографии внутри нашей страны и за ее пределами в целом. Поэтому мы вышли к депутатам с просьбой о том, чтобы они пересмотрели сам статус фонда и дать ему возможность ближе быть к международному, для того, чтобы наши сограждане, наши братья, которые находятся за пределами нашей страны, могли спокойно участвовать в процессе репатриирования из других стран к себе на родину и помогать здесь же нам всем строить наилучшие условия для проживания как самих репатрируемых людей, так же и нас, граждан Абхазии. В чем конкретно там внесена разница в этот закон, когда вы сказали, что хочется придать международный характер вот этому закону? Потому что мы на сегодняшний день фонд не имеет права финансировать сторонние организации, фонд не может финансировать те проекты, которые находятся за пределами Республики Абхазия. И вот эти вот ограничительные меры, которые прописаны в Конституции, и мы даже валютный счет не имеем права иметь, поэтому они нас ограничивают. Мы хотели оказать, если вы помните, год тому назад в Турции, то, что природная катастрофа была, тоже свое участие хотели принять. Но, к сожалению, мы по техническим и законным, так скажем, ограничительным мерам не смогли оказать содействие нашим собратьям, которые находятся. То есть принятие этой поправки, оно поможет устранить эти ограничения? Да, оно нам должно помочь для того, чтобы мы устранили эти все ограничения. И я думаю, что тем самым мы дадим прозрачность, дадим возможность самим нашим гражданам, абхазам, которые находятся за пределами нашей территории, принимать участие в разработке программ, участие в наращивании объемов денежных средств в самом фонде, для того, чтобы можно было выходить уже на международный уровень. Потому что так как у нас наши собратья находятся в 50 практически 3 странах мира, я думаю, что назрел уже такой момент, что пора уже нам ко всем обратиться и совместно помогать своей родине, помогать своим гражданам как внутри, так и за ее пределами. Хочу обратиться к Алмахситу, представителю нашего молодого поколения, призер конкурса «Гордость Абхазии», экономист, кстати, так же, как и вы. Алмахсит, появляется новый закон, закон о демографической политике. Как человек, проживающий в Абхазии, который знает все
трудности, да, нашей страны, связанные с демографией, в том числе. Могли бы вы дать свою оценку вот этому законопроекту? Безусловно, в целом, то, что в первую очередь со стороны фонда и далее, то, что это рассматривается парламентом, это, конечно же, позитивная тенденция. И в целом проблемы и процессы, связанные с демографией, это всегда очень важно, так как любая страна, она должна мониторить этот процесс. И поэтому, в принципе, в любой стране этот процесс особенно важен. Так как давно понятна корреляция со стороны, допустим, экономистов, корреляция между демографическими процессами и экономическим развитием страны. Ну и в целом, я думаю, далеко не идти не надо, но есть там опыт и практика многих стран, которые в той или иной степени решали проблемы демографии, если таковые имелись. И там, в частности, там, наш ближайший партнер во всех смыслах — это Российская Федерация, которая, допустим, активна. И в частности, вот Инвер тоже упомянул то, что за третьего ребенка условно есть какая-то денежная компенсация. Это тоже одна из мер, которая в том числе влияет на компенсацию. Ну и ряд других программ, которые, допустим, на федеральном уровне, в Российской Федерации, там, на нашем уровне республиканской, хотелось бы, чтобы наиболее активно это распространялось. В частности, определенные такие критерии, которые влияют на демографию. Это важно понимать, что демография, да, сделать какой-то вот консолидированный документ, связанный только с демографическим процессом, наверное, это, скажем так, это часть элемента, да? Это часть какого-то общего процесса. Важно понимать, что еще демография, она очень коррелирует с другими важными аспектами, связанными с экономикой. Это всегда связано с стимулированием инвестиций, сбережений. Это связано с тем, и вообще любые демографические процессы, они связаны с насколько, допустим, в стране есть образовательные программы, насколько они доступны для людей, насколько есть медицинские какие-то учреждения, насколько они качественные. И вкупе это влияет, безусловно, много других факторов на это влияет, и вкупе это влияет в том числе и на демографию. Важно, чтобы именно также вот более консолидированно, больше свысока также на этот процесс смотрели. В целом динамика, то, что, как Инвер упомянул, то, что настали и разработали такой документ, это, безусловно, только позитивно и говорит только о лучшем. Что бы еще вы хотели, чтобы было отражено в этом документе? У нас есть теоретический и практический опыт, из кого мы можем брать. Это, естественно, программа репатриации и развития демографии в целом Израиля. Очень, я думаю, что она передовая, да, она передовая, и плюс Армении. Если даже брать как бы целиком, даже Армения уступает в этом плане Израилю. Но в наших условиях, в наших реалиях, естественно, мы даже можем обратиться и к Германии. Она в 1990 году, вот с промежутки до 2020 года, около 2,5 миллионов немцев непосредственно именно только с России переехало жить обратно в Германию. Разовая помощь, поддержка 4-6 тысяч евро. Ну, если в евро сейчас переходить, тогда были их марки. Поэтому по факту потом идет обдумывание того, что если это семья, то глава семьи на съем жилья получает определенную, то есть больше субсидий, то есть это около 450 евро, остальные члены семьи и поменьше, по 150 на каждого человека. Там нет ограничительных мер именно в плане финансирования своей диаспоры, которая приезжает для того, чтобы она обустроилась и получили все те блага, которым пользуется сам народ в самой Германии, условно говоря. Но экономически мы понимаем, что эти страны, они несут большие затраты. То есть привлечение диаспоры и возвращение ее на родину – это колоссальные затраты, потому что необходимо строить жилплощадь, трудоустраивать их. Это детские сады, это, как было уже сказано, здравницы и лечебные учреждения. То есть множество факторов на это влияет. Сегодня Абхазия не способна в таких больших объемах
да, даже говорит о 1000 человек, чтобы разом сюда переезжало, даже 500 человек разом, чтобы переехало. Потому что содержать это самое сложное. Для этого мы еще сами внутри со своей инфраструктурой мы не готовы. И экономические, и политические, и другие факторы, которые оказывают влияние для того, чтобы наша диаспора ставила капиталистические государства, в которых оно привыкло жить. Там есть законы, там есть определенные нормы и правила, по которым они живут, существуют. Они знают, что есть определенные вещи, за рамки которых они не могут выходить. А здесь у нас все-таки есть своя ментальность, какие-то обычаи, традиции, те вещи, которые сегодня пересекаются с нашим и законом, который должен существовать, но при этом же им сложно адаптироваться, сложно осваиваться здесь, поэтому есть такая вещь. Еще что хотелось бы добавить, есть такая диаспоральная политика, которая имеет большую и, на мой взгляд, очень важную роль. Она там делится на две группы, то есть это внутренняя политика диаспоральная и внешняя политика диаспоральная. То есть это непосредственно то, что связано с репатриацией. Так как я ее представитель, поэтому чуть немножко могу как бы углубиться и дать объяснение, почему мы должны в этом направлении развиваться. Потому что многие передовые страны, включая даже Америку, она тратит огромные средства для того, чтобы поддерживать свою диаспору за ее пределами. И Российская Федерация, как упомянул коллега, тоже на последние годы начала обращать свое внимание и вкладывать в это денежные средства. И политика России она стала более акцентировать на то, чтобы поддерживать особенно свою диаспору в Америке. То есть это что означает? Это означает, что это сильное влияние для того, чтобы продвигать свое государство внутри чужого государства. А нам это сегодня необходимо. И если мы сможем объединить нашу диаспору, хотя бы самую большую, которая находится в Республике Турция, я думаю, это будет очень великолепным катализатором для того, чтобы играть в хорошую такую, скажем, внешнюю политику внутри другого государства, где наши, слава Богу, имеют хорошие должности, государственные должности, которые должны защищать также свою землю, свой народ и обращать внимание других политиков на то, чтобы решать наши коренные проблемы. И, естественно, внутренняя политика тоже без диаспоральной политики никак не получится. Это новое видение, это новые итоги в экономике, это в социальной сфере, то есть это обмен информацией на генетическом уровне и как бы физически то, что у нас. То есть мы всегда стремились и сейчас стремимся, конечно, чтобы наши репатрианты возвращались сюда на родину, наши братья, которые живут за рубежом. Но очень важно и сохранять очень тесную связь с теми, кто не уезжает, но находится там. Да, скажите, вот этот закон, он как-то может помочь именно в этом плане? Ну, в целом, тоже верно, наверное, подмечено то, что помимо вот репатриации еще в данный момент, наверное, есть такая внешняя направленность. Не все, понятное дело, что не каждый сегодня сюда готов возвращаться, будь какие бы патриотические мотивы не были у той или иной семьи, к сожалению, не все. И в первую очередь важно, чтобы этот закон, наверное, хотя бы попытался в какой-то степени обеспечить вот все эти критерии, да, успешного существования в любой стране. Это жилье, это достойный уровень заработной платы, это качественное образование, качественная медицина. Это, сейчас, конечно, говорить о таких вещах с высоким уровнем качества, чтобы у нас так конкретно было, наверное, сложновато. Но в целом, хотя бы на первых этапах рассматривать это как возможность пропаганды Абхазии, в хорошем смысле пропаганды Абхазии именно на международной арене, так как у нас, возможно, нет возможности создать посольство в США в том же, да, тем самым сконсолидировав усилия наших соотечественников, это в какой-то степени тоже получит распространение идей, связанных с Абхазией, и в этом смысле, конечно, это отличное подспорье. Ощущение, что тут опять же, да, вот сильные инвестиции, вот опыт Израиля, например, опыт Германии и прочих стран тоже лишний раз подтверждают, что
Наверное, вот существенная инвестиционная вот здесь финансовая поддержка в приоритете, так как нужно сохранить именно, вот, помочь людям, во-первых, адаптироваться здесь, создавать какие-то для них условия, а это все, безусловно, дорого. Поэтому, наверное, в краткосрочной перспективе до года навряд ли существенно мы сможем говорить о каких-то сдвигах, но в долгосрочной перспективе в целом, как мне кажется, этот закон должен помочь решить вот проблемы, связанные с Абхазией, посмотреть на нее качественно с другой стороны, с новой точки зрения, пожалуй, так. Понятно, что наше государство всегда уделяло внимание демографической сфере, скажем так, да, в частности репатриации, всегда это подчеркивает. Тем не менее, не все получается, как мы уже сказали, в первую очередь из-за экономических каких-то условий. Как вы видите развитие вообще демографической ситуации здесь у нас в стране? Что бы еще помогло? Понятно, сейчас будет закон, будет, может быть, комплексный подход. Ну, если этот закон должен быть вообще принят, даже не имеем права сомневаться в этом, естественно, оно будет импульсом для того, чтобы уже все остальные государственные органы начали исходить вообще, если правду говорить, отойдем от всего и от политики, от многих процессов. Сегодня у нас нет идеологии, мы говорим, но идеология, она есть. Вот она, демография. Демография – это наше завтра. И мы должны непосредственно понимать, что рождение детей, создание семьи, создание правильного подхода к стимулированию этой молодой семьи, не только материнского капитала, не только надо обращать внимание на сказать, что вот мать, ей надо помогать. Нет, также нужно стимулировать и главу семьи. И, естественно, мать свои обязательства имеет, но 1,5 года она находится, смотрит за своим ребенком. Значит, тогда нужно помогать этой семье потребительской корзиной. Мы, в свою очередь, даже через фонд есть возможность ежемесячно до 1,5 года, если, естественно, пойдут поправки, будут изменения внесены и дадут нам разрешение на то, чтобы мы выделяли и на этот проект денежные средства. То есть минимальная потребительская корзина сегодня составляет около 7 тысяч. Это первое необходимое, это смесь, это подгузники, это салфетки. Да, все самое необходимое по минимуму. То есть на содержание ребенка в течение месяца. Я думаю, это тоже было подспорьем. Мы выделяем денежные средства по 100 тысяч за рождение 3-го и 4-го последующего, но я бы, если честно, задумался о том, чтобы помогать уже и за 2-го сразу же. Хоть как-то стимулировать. Потому что этот проект у нас есть в репатриации самой. Рождение ребенка за 1-го 30 тысяч, за 2-го 40 и 50 за последующего. Поэтому такую помощь, я считаю, что нужно уже внедрять, нужно делать. Это небольшие денежные средства, это в рамках 50 миллионов рублей. Но это если мы говорим сегодня о целевом, то есть об абхазском этносе, и для того, чтобы помочь ему дальше развиваться. Так как наша статистика говорит о том, что у нас 125 тысяч именно абхазов, а всех остальных в разы меньше, но это не говорит о том, что мы должны их тоже оставлять за бортом. То есть демография, она народонаселение, это общество целиком вместе. Отдельно, под разделом, оно, естественно, это коренное население, которое необходимо спасать, которому нужно давать возможность. Но говорить о том, чтобы мы в ближайшей перспективе смогли бы быстро пойти ввысь в развитии, значит, нам надо сесть и подумать, какое количество нам минимально необходимо для того, чтобы наше государство состоялось как государство. Все-таки без населения оно не может состояться. Поэтому нам какой минимум и к чему дальше устремиться. Исходя из этого, я думаю, что у нас должно быть хотя бы здесь проживать не меньше 300-350 тысяч в целом. Хотя бы абхазов должно быть не меньше 200-250 тысяч. Увеличивать количество населения, в том числе численность однозначно. Однозначно. Без этого никак. Такие денежные средства можно изыскать. Мы просто берем на себя очень много социальных обязательств.
Это касается наших ветеранов, это касается инвалидов, это касается малоимущих, многодетных семей, многое-многое-многое. Поэтому, на мой взгляд, останавливаться нельзя, но надо правильно это все просчитать и продумать для того, чтобы мы смогли удержаться в первую очередь. Потому что другие государства, они могут влезать в долги. Сегодня все государства фактически это должники, они кому-то должны между собой, а нам, к сожалению, никто в долг ничего не даст. То есть мы должны рассчитывать на себя и на нашу диаспору, которая находится за пределами нашей страны. Поэтому фонд в этом плане может сыграть очень значимую, большую, а может быть даже и самую, что ни на есть, наиважнейшую в плане развития демографии в целом и его подструктурном направлении именно по репатриации. Это очень важное звено. Ну, демография, как вот мне представляется, в первую очередь не только как репатриация, но и мне кажется, что очень важно именно как здесь себя чувствует молодежь. Само собой, вопрос очень сложный, постоянно обсуждаемый, и пути решения поэтапно в какой-то степени они находятся. Вот, например, есть программа, где в год выделяют 40-50 миллионов рублей, государство наше, и помогает многодетным семьям от 3 и больше, покупает квартиру или дом с участком для того, чтобы они дальше смогли его обживать. То есть это не на конкурсной основе, это жилищная программа? Да, жилищная программа, которая сейчас приостановлена. Но она сейчас опять будет действовать, потому что она была остановлена не из-за финансовых затруднений, а за именно составление сопутствующих документов для того, чтобы его можно было дальше правильно вести. Программа будет дальше продолжаться. Но опять же, с принятием закона о демографии и с изменениями в конституционный закон именно статуса фонда репатриации, эта программа автоматически перетекает туда, и она становится второй основополагающей, даже третьей, так скажем, которая будет финансироваться именно через фонд репатриации. То есть 3 проекта. Это само репатриация, второй – это жилищный вопрос и стимулирование рождаемости. Поэтому опять же, мы возвращаемся к тому, что да, сейчас, как получается, лоббирую принятие закона по фонду, но на самом деле из этих слов, из нашего диалога и общения мы понимаем, что без фонда, без денежных средств сегодня очень сложно какой-либо проект, тем более такого государственного, глобального масштаба, реализовать. И что касается молодой семьи, как вы говорите, государство должно только брать для себя акцентом именно стимулирование по этому закону молодых семей, и мы должны тогда тоже привозить будем сюда наших братьев-репатриантов, в первую очередь акцент ставить на том, что молодые, перспективные, которые нам дадут возможность и в плане развития целиком как государства и семейного благополучия. Ну, сказать, что государство должно брать все социальные функции на себя и обеспечивать, да, наверное, сложновато. Важно, чтобы вот каждый индивид тоже понимал, что он индивидуально тоже приносит какую-то пользу для экономики. Он, будучи работником, он приносит пользу, создает ценность некоторую. Да, и в целом, конечно, в окружении многие знакомые задумываются, но автоматически он только на себя надеется, естественно. У молодых, мне кажется, все-таки хотелось бы с точки зрения, просто если по-другому, наверное, посмотреть, одновременно я не скажу, что вот у них прям все дороги, наверное, открыты, и вот прям свободно они могут, скажем так, оправдать условно все то время, все эти инвестиции в себя, в первую очередь, в образование, обучение за рубежом где-то. Вот они обучились, условно, хотят здесь приехать, потому что здесь у них друзья, здесь у них семья, им здесь нравится. И зачастую это сложно реализовать, потому что, ввиду многих факторов, ввиду заработной платы, ввиду немного других условий, немного другого режима труда. Опять же комплексно, да, вот здесь хотелось бы на эти вот процессы, чтобы смотрели. Да, понятно, и не нужно, наверное, во всем обеспечивать гражданина, но в целом, вот чтобы вот эти процессы условно, а вот чем сегодня в целом занят молодой человек, да? Чтобы не было, как минимум, было бы ощущение
развития у молодого человека. И не только, наверное, для молодых людей, имеется в виду, наверное, экономически активное население. Это сегодня локомотив, наверное, всей экономики, экономически активное население. Да? То есть это люди в 40 лет, и вот важно создавать вот эту экосистему правильную, приятную для развития, процветания. В целом так, наверное. Ну, хочется, конечно, чтобы закон навряд ли все вопросы решит такое, но в целом семимильными шагами, условно, мы, надеюсь, получится с этим. О интеграции репатриантов вот в наше общество. И это достаточно острая проблема в том плане, что они уже давно говорят. Да, давно говорят, но тем не менее вот некая дистанция у нас соблюдается. Я не говорю там конкретно о каком-то человеке, да, который хорошо там вписался где-то, но в основном вот если брать семьи, то есть некая дистанция от абхазского общества. Как это изменить и поможет ли этот вот закон? Вот Инвер про Израиль тоже упомянул. Я, насколько знаю, ну, Израиль вообще, наверное, передовой в этом контексте. Ну, Израиль тоже, я не знаю, как конкретно руководство страны выполняло эти задачи, но, безусловно, они создавали максимальные также условия, помимо того, что вот убедить человека вернуться, они еще создавали возможность интеграции именно в общество. И в целом они создавали некоторые, ну, там, не знаю, язык изучать, все, вот как минимум люди уже рядом, они вместе все обучаются. Но насколько вот это идет совместно с местными, вот опять же создаются какие-то, возможно, инициативные штуки. Условно, люди красиво рисуют, люди там еще, у кого какие-то таланты, они намеренно создавали такое, ну, объединение их людей, которые только приехали и которые уже давно, они вместе все общались, и в целом в долгосрочной перспективе такой повестки уже как бы интегрироваться у них не стояло. Ну, я думаю, тут, наверное, нужно идти только по опыту, вот смотреть, как вот страны, которые уже впереди нас, как они эту проблему решали. Я уверен, они также сталкивались с этой проблемой, и наверняка они как-то ее решили, раз сегодня все просто с удовольствием будут не прочь получить, условно, гражданство Израиля или там гражданство какой-то другой страны развитой или развивающейся. В целом просто адаптировать этот опыт, пытаться имплементировать у нас, что-то получится, что-то нет. Но, вот, опять же, да, такими вот, ну, в общем, преимущество Абхазии, наверное, в том, что уже все за нас, многие процессы пройдены, и нам просто можно только просто посмотреть на это, и все. В целом, наверное, так. Поправки к закону о государственной демографической политике Абхазии и поправки к конституционному закону о репатриантах будут рассматриваться в парламенте на ближайших сессиях. В случае их принятия они станут наиболее важными документами, способствующими развитию демографии в республике.